Девушка-весна, отчего сегодня город не пустует, и приглашение на свадьбу. Рассказы чеченского писателя Мусы Бексултанова. Я их читала на одном дыхании. С детства любила таких мастеров, как Гида Мопассан, Чехов, и очень рада, что Бексултанов поднял чеченский рассказ до уровня мировой литературы. Он настоящий мастер этого жанра. В «Девушке-весне» мы наблюдаем за первой женской любовью и разочарованием, о том, как отличается мужское и женское восприятие. Как незнание этого может мешать молодым людям строить свои отношения, а то и вовсе испортить их навсегда. В рассказе «Отчего сегодня город не пустует» в центре сюжета 35-летний женатый мужчина, который не смог забыть любовь своей юности. Проблема в том, что в свое время он не решался объясниться в чувствах из-за того, что она казалась ему слишком юной, будучи младше него лет на 10. Но, упустив свой шанс в свое время и, казалось бы, уже давно устроив свою личную жизнь, все мысли и мечты так и остались связаны только с ней одной. Герои из одного села, они хорошо друг друга знают, но только когда девушка уже учится на каком-то курсе университета, происходит у них тот самый разговор, во время которого и они оба, и читатель осознают, что у этих двоих редкое взаимопонимание. Мы не знаем, что будет дальше, да и неважно. Здесь главное то, что в мире двоих людей есть такая бесценная гармония, такое единство, родство, уважение. Как говорится во французском языке, душа-сестра. А приглашение на свадьбу – здесь сломанная женская судьба неудачным первым браком, эгоистичным обществом, неверие в новое счастье и его неожиданное появление. Но главное – мысли и рассуждения главной героини о своем прошлом, ошибках родителей, ее невеселый и правильный анализ, переосмысление жизни. Новое и настоящее счастье оказалось недолгим, произошла трагедия. Но смысл такой, что Луиза убедилась в том, что оно, это счастье, существует.